заметил я довольно такой интересный момент. Например, в Абхазии есть один такой известный блогер, Даур Пачуля. Ничего против него не имею, хорошие прикольные видео снимает, посмеяться можно, да. Но заходя на его страницу в Инстаграм, мы видим Абхазия написано и российский флаг. Абхазия, Россия. И это уже не первый случай, где жители Абхазии как-то пытаются себя сравнять с Россией. Например, Сергей Шамба. Он в прошлом возглавлял МИД Абхазии и давал интервью, где он говорит о том, что да, мы уже как часть России, у нас русская культура, русский язык, российские паспорта. Хорошо, после этого выходит на сцену, так скажем, его племянник Сергея и говорит о том, что для всего остального мира мы русские, то есть русский народ. И в чем заключается парадокс? Я думаю, многие из вас, да, смотрят Facebook, Instagram, там, TikTok, находятся на каких-то дебатах, где общаются грузины и абхазы. И когда вот именно грузины там, или абхазы с друг другом как-то в негативном контексте разговаривают, в Абхазии этих людей не наказывают. То есть их не заставляют на камеру извиняться, там, либо там видео какое-то снять, что там было как-то, вы нас неправильно поняли, да. Но когда в этот момент, там, я не знаю, происходит что-то хорошее, находится из Абхазии человек, который достойно себя ведет, разговаривает культурно, не ругается, здоровается, да, просто за то, что он поздоровался, его уже заставляют извиняться, ему создают сразу же какие-то проблемы. То есть, что я хочу этим сказать? Сегодня людей, которые живут в Абхазии и приравнивают Абхазию к части России, их никто не трогает, ни спецслужбы, ни так называемое руководство Абхазии, а люди, которые, опять же, живут в Абхазии и хорошие имеют, ну, так скажем, коммуникацию с грузинами, их сразу же заставляют потом извиняться на камеру.